Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем первый вебинар, посвященный разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Я представляю русский язык. Меня зовут Григорьев Андрей Владимирович. Я председатель СПМК по русскому, Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, доктор филологических наук. Мы с вами, хотелось в первую очередь поздравить всех вас, коллеги, с наступившим уже Новым годом, новым учебным годом, пожелать всем здоровья, конечно же, и удачи, успехов в наступившем году. И, конечно же, обратить ваше внимание на то, что, несмотря на то, что мы с вами столкнулись с необычной такой, мягко скажем, ситуацией в конце прошлого учебного года, но, тем не менее, мы все из нее с успехом вышли, и сейчас, вне зависимости от того, что нас ожидает в грядущем, наша олимпиадная деятельность продолжается, и мы с вами запускаем наши этапы олимпиады, начиная от школьного, и, надеюсь, закончим заключительным. Но вот мы с вами сегодня поговорим о том, какая же специфика работы нас ожидает, что традиционного и что, может быть, нового мы можем вам предложить или вы можете реализовать на местах. Итак, мы с вами напомним, что школьный этап олимпиады, к нему допускается любой школьник 4-11 класса по русскому языку, вне зависимости от оценки по предмету. Муниципальный этап – это уже следующий, в котором принимают участие обучающие с 7 по 11 классы, которые на школьном этапе набрали необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, а также победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года. Цели традиционные вы можете прочитать в наших рекомендациях и требованиях. Основная – это формирование интереса учащихся к русскому языку, популяризация русского языка как школьного предмета и в целом русистики и лингвистики как научной дисциплины. Ну и какие же рекомендации по разработке заданий в этом году мы предлагаем, что традиционного и что нового. Ну, во-первых, у нас ничего не изменилось в плане требований. Участник должен продемонстрировать владение нормами русского литературного языка. Вот как мы видим здесь на слайде, все уровни языка представлены. Где-то у нас современные, где-то традиционно и указания на обоснование с исторической точки зрения. И также обращаем внимание на то, что участник должен демонстрировать умение пользоваться различными лингвистическими словарями, владеть всеми видами речевой деятельности, осознавать язык как форму выражения культуры, расширять знания о взаимосвязи развития языка и истории народа и углублять знания о языке как знаковой системе, об устройстве языка, развитии, функционировании и так далее. Ну и, конечно же, на любой олимпиаде важно, чтобы участник овладел умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты, давать комментарии разного рода, оценивать факты с точки зрения нормы, соответствия ситуации общения, разграничивать варианты нормы нарушения. Вот, собственно, в первую очередь, конечно же, для всех олимпиад, как я уже говорил, это анализ, синтез, классификации, интерпретации фактов. Этому важно учить. Итак, какие же принципы составления заданий? Конечно же, как уже неоднократно говорилось, необходимо сделать так, чтобы от школьного к заключительному этапу был бы единый формат проведения и типы заданий. Традиционно у нас школьные и муниципальные, равно как и региональные, проходят в один письменный тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или в виде решений определенных лингвистических задач. Ну и критерии, которые вы можете прочитать в любых наших
требованиях. Это доступность, то есть формулировка должна быть понятна учащемуся, и если мы вводим какой-то термин, необходимо дать его толкование. То есть можно вводить какие-то термины, может быть, неизвестные школьнику, или в одной программе они есть, в других нет, но обязательно тогда дать истолкование для того, чтобы школьник понял, о чем идет речь. Однозначность, это задание должно иметь единственный верный ответ, который может быть верифицирован посредством научной и справочной литературы. Но можно заложить и несколько вариантов ответа, тогда все это должно быть прописано в критериях, должна быть представлена аргументация разных точек зрения на поставленные вопросы. Уникальность. Желательно, чтобы задания были новыми, уникальными и не повторяли материалы прошлых лет. Конечно же, понятное дело, что на школьном этапе, возможно, особенно на школьном этапе, трудно сделать полностью оригинальное задание, но тем не менее можно в таком случае использовать какие-то известные модели уже построения задания, формулировки, но все-таки материал должен быть иной. Недопустимо, мы там далее посмотрим примеры, все-таки использовать то, что уже было, и самое главное, то, что лежит в интернете и доступно. Ну и, наконец, соответствовать должен вопрос, ответ и критерии оценивания. И в критериях должны быть предусмотрены баллы за все поставленные в задании вопросы. Ну вот, подробно вы можете, очень подробно мы об этом пишем в рекомендациях, которые в регионы разосланы, поэтому сейчас даже я пролистаю презентацию дальше. В рекомендациях у нас достаточно подробно все прописано. Ну и, конечно же, как уже говорилось, Олимпиада это не только, Олимпиада выполняет не только контролирующую функцию, но также это и функция развивающая, это и формирование интереса к, как я уже говорил, русистике и лингвистике как к научной дисциплине. Выпускники, ну, собственно, победители Олимпиады поступают по профилю в ведущие вузы России, поэтому, конечно же, необходимо при составлении заданий активизировать творческую деятельность и активность участников, сделать так, чтобы задания имели проблемный характер и моделировали в упрощенных условиях элементы научной деятельности лингвиста и русиста. Ну, сейчас очень активно используются тексты с проблемными вопросами или даже кейсы, которые включают в себя некую познавательную трудность. И, конечно же, при этом задания должны быть интересными ребенку и посильными для выполнения. Ну вот примеры для школьного этапа. Вот как раз мы анализировали перед написанием рекомендаций, перед циклом вебинаров, анализировали, какие задания школьного и муниципального этапа давались в прошлом учебном году. Ну и вот с изумлением, если вы видите задание про изумление, с изумлением я увидел, например, свое задание, которое делал для регионального этапа, сочинял для регионального этапа много-много лет назад. Теперь оно в одном из регионов оказалось на школьном этапе. Ну, конечно же, как я уже говорил, все-таки необходимо использовать некую модель, но материал можно заменять. Ну, вот в данном случае мы видим с вами, школьнику необходимо увидеть то, что слово «изумление», в отличие от современного языка, исторически имело другое значение. Каким же образом выйти на понимание этого значения, увидеть в слове исторические морфемы и понять, как из суммы значений этих морфем возникает историческое значение слова. Изумление, да, то есть, как мы видим, из приставка, которая указывает на устранение, исчезновение, из ума выжил, да, вот даже есть такое выражение. Значит, изумление это просто потеря ума или рассудка, да, то есть первое значение как раз вот такое вот буквальное в этом слове. На самом деле подобных слов очень много в русском языке, и на самом деле вот все-таки это задание доступно в интернете, можно его найти, этот пример, этот вопрос, да, и школьники так и делают все-таки, когда готовятся, поэтому все-таки возможно по такой же модели сделать задание, но с другими примерами. Или вот в одном из регионов было представлено, по-моему, на муниципальном, а может быть даже на школьном этапе задание, в котором
моделируется деятельность современного лингвиста, где, как мы видим с вами, даны даны, во-первых, русские, да, уменьшительные имена, и далее от них другие уменьшительные формы с помощью суффиксов очк, ечк, оньк, еньк. И рядом указано количество вхождений, сколько текстов, которые входят в состав национального корпуса, включают вот эти формы имен. И мы видим с вами, что какие-то имена имеют большое количество вхождений, какие-то совершенно небольшое. Да, и чем это объясняется? Это вот определенная фонетическая закономерность. На самом деле это задание предлагалось уже давно на Олимпиаде Высшей школы экономики, высшая проба, оно лежит в материалах этих олимпиад как образцовое. Ну вот в данном случае коллеги из одного из регионов просто взяли это задание и обновили результаты. То есть поменяли некоторые имена, но суть осталась такой же. Да? То есть зависимость суффиксов от тех или иных основ, да, она, в общем-то, основ на определенные звуки, там, согласные, гласные и так далее, она сохранилась. Но можно, например, поменять, сделать, там, посмотреть, подобным образом организовать другое задание, может быть, посмотреть вариант с нарицательными именами, может быть, могут ли они иметь какую-то особенность подобную. То есть как-то развивать, не просто поменять имена местами, а суть задания остается та же, известная школьникам, которые могут смотреть, находить это в интернете. А все-таки вот по такому же типу, то есть работа с некой таблицей и классификация материала и определенные выводы по этой таблице. Вот можно преобразовывать, то есть на базе вот таких вот заданий, не давать их буквально все-таки, коллеги, а по такому же принципу давать новый иной языковой материал. Очень понравилось нам, что в некоторых регионах была представлена региональная специфика, на самом деле, заданий школьного и муниципального этапа в прошлом году. На самом деле это очень богатейший материал. Те научные школы региональных университетов действительно очень много интересных исследований существует, и диалектный материал, и школы научные, которые изучают современные лингвистические проблемы. И вот этот материал вполне можно использовать при составлении заданий. Ну вот в одном из регионов, да, ну вот, собственно, что там может быть, областные словари, произведения писателей, направления ведущих научных школ крупных университетов и отделений РАН региона. Да? И вот это очень-очень интересно было бы увидеть в комплектах школьного и муниципального этапов. Ну вот, например, задание в одном из региональных комплектов. Существует ряд однословных наименований пирогов с такой-то начинкой. Дальше они перечисляются. От основы каких частей речи, с помощью каких суффиксов они образованы, название какого пирога не вполне соответствует словообразовательной модели большинства существительных названий пирогов. И почему? Дайте этимологические сведения об этом слове. Ну, то есть здесь, конечно, тоже можно поработать над этим заданием, поскольку вот это лишнее слово, это голландник, очень такое слово необычное, может быть, в данном регионе оно используется, употребляется, это заимствование, но, тем не менее, конечно же, для носителей современного литературного русского языка, конечно же, если какой-нибудь там картофельник, морковник, мясник и рыбник, черничник, мы можем догадаться, что это такое. Это голландник, конечно же, это вот такая вот все-таки региональная специфика. Очень интересно, если действительно в этом регионе так и называют данный пирог, но тем не менее, вот, конечно же, носителю именно литературного языка не из данного региона сложновато будет решить это задание. Но вот направление это подобное очень интересно, его необходимо развивать. Ну и, наконец, вот, собственно, традиционные вещи мы еще раз вспомнили. Ну и, конечно же, в ситуации, которая ожидается осенью, совершенно неясная, мы предусматриваем, ну, собственно, не только наша ЦПМК, но и другие, и министерство в целом предусматривает, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки
школьные и муниципальные этапы в конкретных регионах могут проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий. Вот. Ну, здесь, конечно же, необходимо обратить внимание на определенные вещи. Например, если мы хотим все-таки получить результаты, которые объективные, да, мы, конечно же, должны использовать, подключать особые системы контроля. Это сейчас называется онлайн-прокторинг. И вот тогда все-таки мы будем получать объективные результаты. Это с точки зрения, так сказать, контроля качества выполнения. Ну вот, собственно, например, про эту систему прокторинга можно почитать на вот этом ресурсе. Ну, насколько там регион это будет организовывать, да, не конкретные же там учителя в конкретной школе, да, это должно быть принято решение на уровне регионов, видимо, поддержано, утверждено министерством и так далее. Ну вот, в принципе, конечно же, на таких видах работы, как Олимпиада, там, ЕГЭ, ВПР, которые могут проводиться в, ну не ЕГЭ, там виды аттестации, да, ЕГЭ у нас проводилось очно, виды аттестации, конечно же, если делается из дома, то нужна вот особая система контроля, конечно же. Ну и, естественно, при использовании ИКТ, конечно же, необходимо корректировать формат заданий, которые вы предлагаете. Ну, например, использовать такие формулировки. Собственно, в некоторых регионах уже проводились подобные мероприятия, и, в принципе, существуют онлайн-олимпиады со своей спецификой. И вот, например, такие формулировки. Приведены ниже таблицы, в каждой строке одно из 4 слов лишнее. Найдите лишнее слово. Заполните пропуски или определите лишнюю пару на основании анализа лексического, грамматического значения слов. Объедините пары слова, образованные по одной модели, например, словообразовательной и так далее. Вот. Но понятное дело, что многие работали в дистанте, многие предлагали определенные тесты подобного рода, и все знают плюсы и минусы, когда, допустим, даже если мы вроде бы закладываем в пропуск то, что мы хотим, то, что уже конкретно по контексту больше вроде бы другого не планируется, не видно никаких других вариантов, вдруг наши подопечные могут дать совершенно нечто иное, может быть даже и правильное, которое машина, если будет проверять, да, она не считает. Да? То есть на самом деле вот какие-то там формулы немножко в другом падеже или что-нибудь еще, какие-то такие вот случайности, которые могут привести к тому, что ответ не может быть засчитан, если он считывается в электронной форме. Ну, то есть вот какие-то вещи, конечно же, здесь бывают, могут осложнить ситуацию даже при автоматической проверке. Ну и в принципе, конечно же, необходимо помнить, да, что информационно-коммуникационные технологии дают нам возможность визуализации, использования иллюстраций, видео, аудио файлов, то есть можно предложить такие интересные задания по фонетике и орфоэпии. Ученик может сохранить и при необходимости исправить ответ. Компьютерная проверка происходит очень быстро, экономятся материально-технические средства, потому что не задействуется большое количество людей, которые контролируют процесс непосредственно в аудитории. Вот. Но, тем не менее, конечно же, при составлении заданий есть опасность, что эти задания могут быть сведены к подобию ОГЭ, ЕГЭ, ВПР или традиционных школьных упражнений. А олимпиады, собственно, все олимпиады, в том числе олимпиада по русскому языку, все-таки предполагает развернутый ответ, все-таки предполагает учет рассуждения, учет языкового чутья участников. Ну и все-таки, если задание, все-таки, например, заключительный этап или региональный этап будет проводиться очно, то, конечно же, вот подобные задания в некотором смысле тестового характера, конечно, могут дезориентировать школьника, что будет далее на старших, так скажем, этапах олимпиады. Ну, понятное дело, что для школьного и муниципального этапа, в принципе, возможно, особенно для школьного такая отчасти тестовая форма, но, тем не менее, уже для муниципального этапа необходимо вопросы более сложного уровня. Если есть возможность в электронную форму, чтобы ученики представляли свои ответы, набирая их на компьютере, но в форме рассуждения, то есть так называемый там открытый ответ, да, или ответ эссе, вот в таких вот системах тестовых. Ну и, соответственно, если бы это было бы возможно, потом ручная проверка, это было бы хорошо. Ну и вот, конечно же, то, что уже говорилось, при
отсутствие серьезной системы контроля в ходе выполнения заданий могут вызвать сомнения самостоятельности результата участников. Да. То есть в данном случае, конечно же, нужна определенная система контроля, поскольку действительно при проведении олимпиад, которые проводились традиционно или проводились в это время, очень много и в интернете пишут, и коллеги рассказывают о том, что задания, ответы на вопросы уже есть онлайн параллельно тому, как участники выполняют, и это, конечно же, неприемлемо для такого важного соревнования, как Всероссийская олимпиада школьная. Вот в этом у нас сложность, которая нас может настигнуть при работе на школьном и муниципальном этапе. Ну и дальше определенные моменты, которые мы с вами необходимо проговорить. Они все есть в рекомендациях, которые вам рассылаются. Во-первых, распределение, школьный этап можно объединять. 4 класс традиционно идет отдельно, как начальный, 5, 6 можно объединять, 7, 8 можно объединять, 9 можно выделять отдельно, 10, 11 можно объединять. Но при этом, конечно же, зачет обязательно должен быть внутри класса свой. Нельзя делать общий зачет по 2 классам, конечно же, это все у нас прописано. Муниципальный этап тоже объединять задания 7, 8, 9 отдельно, 10, 11 объединять, но тоже внутри класса обязательно отдельный зачет. Подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно. Продолжительность заданий зависит от количества заданий, уровня их сложности, от 1 астрономического часа до 4 часов, традиционно 3 часа 55 минут, вот это вот стандарт такой, который есть, то есть до 4 часов, если это большие задания, объемные с большим количеством вопросов. Все подробно, примеры заданий по классам, рекомендованные разделы русистики по классам, специфика по классам, формирование критериев оценивания, все это есть у нас в бумажных рекомендациях текстовых, да, которые должны быть разосланы в регионы. Там же представлена литература, обращаем внимание на наш сборник из серии 5 коллекций издательства «Просвещение», который не потерял актуальности, как раз в особенности его подобные типы заданий можно использовать именно для школьного и муниципального этапа сейчас. Задания прошлых лет представлены на сайте xerosolimp.rudn.ru. Соответственно, здесь же представлена на слайде электронная почта Центральной предметно-методической комиссии по русскому языку Олимпиада, РусСобака, Яндекс Олимпиада, через Y, обратите внимание, да, написано. То есть тоже можете, как уже коллеги говорили, задавать вопросы в Центр олимпиадного движения, а можете задавать, если какой-то частный вопрос, задавать нам по электронной почте, которая представлена. Также, значит, список литературы тоже есть, подробный есть в рекомендациях, и там же есть особый список словарей, из которых можно брать материал. То есть не известные всем школьникам, учителям словари, а специальные словари, которые могут быть использованы для составления заданий. Список этот есть в рекомендациях. И несколько слов о материально-техническом обеспечении, которое необходимо для выполнения олимпиадных заданий. Если олимпиада проводится в традиционной форме, то, конечно же, необходимо здание образовательного учреждения с классами и аудиториями по 20-30 столов, достаточное количество экземпляров заданий, бумага для черновиков, авторучки на усмотрение оргкомитета, синие или черные. Но, конечно же, необходимо обращать внимание, что до конца текущего календарного года действует постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в котором как раз указывается на специфику проведения подобных мероприятий в школе, в школьных зданиях. Соответственно, обращаем внимание, да, что необходимо минимизировать, согласно этому постановлению, контакты участников друг с другом, проводить термометрию, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе при рассадке, дезинфицировать руки, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. Следуя этим рекомендациям, мы можем проводить
Олимпиаду в очной форме. Ну и, соответственно, если ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка или я что-то слышал про проведение вот каких-то экспериментальных, вот не знаю, касается нашей Олимпиады или нет, проведения разного рода мероприятий очных с использованием информационно-коммуникационной технологии в качестве эксперимента, ну, тогда, конечно же, как я уже говорил, все-таки желательно проводить подобные мероприятия с включением систем онлайн-прокторинга и контролировать все то, как участник решает подобные решает задания. Ну и, соответственно, здесь же уже включается, может быть, при разработке заданий учитывать возможность, как уже говорилось, использования информационно-коммуникационных технологий. Ну, если Олимпиада проводится очно, даже если она проводится с использованием ИКТ, конечно же, справочные материалы, средства связи, диктофоны, электронные книги, фотоаппараты, мобильные телефоны и так далее для использования запрещено. Ну и в случае нарушения порядка и требований представители организаторов вправе удалять участника Олимпиады и лишить его права участия в Олимпиаде, но только по предмету конкретному в текущем году. Ну и что касается организации проверки работ, процедуры анализа, показа работ, то, конечно же, для повышения объективности рекомендуется проверять работы в обезличенном или зашифрованном виде. Ну, на школьном этапе не всегда это соблюдается, но здесь в данном случае по решениям организатора, конечно же, лучше шифровать работы, проверять по единым критериям. И если это уже большая идет работа по проверке, например, на муниципальном уровне, то, конечно же, для объективности оценивания определенный вопрос следует проверять группы и составы жюри, то есть одна работа не должна проверяться от начала до конца одним человеком или одной группой, поскольку все-таки необходимо увидеть, как решался тот или иной вопрос в сравнении с большим таким количеством работ. Вот. Но с другой стороны, конечно же, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки проверка работ может быть проведена дистанционно, и я знаю, что в больших регионах все-таки это именно так и организуется подобная дистанционная проверка. Ну и, конечно же, очень важно для того, чтобы повышать эффективность подготовки участников и активизировать интерес учащихся к русскому языку, все-таки те задания, которые предлагались на школьном и муниципальном этапе в том или ином регионе, необходимо размещать в открытом доступе. Бывает так, что переходишь по ссылке и натыкаешься на пароль. Но все-таки, конечно же, чем больше будет подобных интересных проблемных заданий в интернете, тем и они будут доступны и участникам, и другим коллегам, которые из разных регионов, которые составляют задания, то все-таки, конечно же, это будет лучше, это будет способствовать эффективности, как я уже говорил, и подготовке, и составлению новых заданий школьного и муниципального этапа. Также на начальных этапах Олимпиады, как и на старших этапах, предусмотрены такие процедуры, как анализ заданий, показ и апелляции. Анализ заданий – это знакомство участников с основными идеями решения заданий, и, конечно же, также вот эти процедуры анализа в каждом регионе, конечно же, тоже хорошо бы сделать доступными для того, чтобы участники всей из Олимпиады, проживающие в разных регионах нашей большой и прекрасной страны, все-таки могли бы изучать опыт других регионов, и это будет замечательно, если бы действительно создать, может быть, какой-то банк таких ссылок, которыми можно пользоваться и подробно прорабатывать решения разных заданий в различных регионах. Ну и
Да, когда разрабатывается регламент процедур показа, апелляций и анализа заданий, конечно же, следует ориентироваться на текущий порядок. Ну и снова же мы скажем, что в связи с, если будет ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, то и анализ, и показ, и апелляции могут проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий, но, конечно же, при организации обратной связи с участниками Олимпиады. То есть можно записывать анализ заданий условно говоря, на видео, да, но лучше бы, вообще говоря, вот его провести вот в такой форме вебинара, когда любой участник вот здесь вот в чате, например, мог бы задать свои вопросы по решению того или иного задания. Ну и, конечно же, вот с такой формой обратной связи и показ работы, и апелляции могут и должны проводиться. Ну и завершая нашу презентацию, мы так вот быстро пробежались, и я оставил время на вопросы, если таковые будут. Все-таки, конечно же, обычно проведение школьного и муниципального этапа в регионах сопровождалось определенными внеконкурсными мероприятиями и в школах, и в регионе в целом проводились, и мы рекомендовали, и проводились фактически лингвистические игры, мастер-классы, конкурсы сочинений, там, лекции преподавателей вузов, ведущих региона, некие дискуссии, конкурсы знатоков и так далее. И действительно это позволяло создать атмосферу праздника. Да? Дети, допустим, в регионе приезжают из разных его концов, бывают у нас очень такие обширные регионы, и приезжают в краевой или областной центр, и пишут задания, затем вот, какое-то мероприятие для них организовывается. И это очень важно для вот такого повышения интереса, создания некой такой команды, общения одаренных детей между собой. Ну и, конечно же, сейчас это все затруднительно проводить в очной форме, но вот как раз в дистанционном формате. И я, будучи как профессор вуза, проводил со студентами весной подобные лингвистические игры вот, по русскому языку в таком заочном формате, дистанционном формате. И можно записать и показать школьникам, которые, там, если вдруг даже будут писать из дома или из каких-то особых центров, какие-то мастер-классы от ведущих педагогов региона. И наша жизнь, наша деятельность не должна останавливаться, даже если мы переходим в дистанционный формат. Более того, дистанционный формат нам предлагает новые возможности и должен объединять всю нашу большую страну и способствовать общей, единой общей цели, развивать наших школьников одаренных и предлагать им различные стимулы к дальнейшему изучению русского языка. Вот, спасибо вам за внимание. Еще раз поздравляю всех с наступившим годом. Желаю дальнейших сил для дальнейшей плодотворной работы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, вот в чате можете задать или же уже в письменной форме на нашу почту или на почту Центра олимпиадного движения.